Спасибо большое. Добрый день. Пожалуйста. Пожалуйста. Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые товарищи, сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры вам предстоит обсудить основные итоги за 2024 год, определить те проблемные направления, на которых следует сосредоточиться, обратить на них особое внимание. Отмечу, что за прошедший период прокурорами всех уровней проведена большая работа. Об этом говорят и цифры статистики. Так, количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%. Увеличилось и число граждан, принятых прокурорами на личном приеме. И это, конечно, нужно использовать всю эту информацию. Прошу детально проанализировать наиболее острые, системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан, дать свои предложения по их комплексному решению. Это важно для всех уровней власти, для того, чтобы эффективно и грамотно, своевременно реагировать на запросы граждан. И, конечно, нужно разбираться в каждой конкретной ситуации. В этой связи отмечу, что во многих случаях именно благодаря вашему действенному вмешательству нарушенные права людей были восстановлены, а причиненный ущерб возмещен. Многое было сделано и по важнейшим направлениям, связанным с защитой интересов государства и общества. Хочу поблагодарить российских прокуроров за профессионализм и ответственность, за такой подход к своим обязанностям. Особые слова признательности сотрудникам, которые работают на Донбассе и в Новороссии, а также субъектов Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий. В непростой обстановке вы достойно, мужественно выполняете свой долг, помогаете людям. Напомню, что и на федеральном, и на региональном уровне принято решение о поддержке граждан, пострадавших от киевского режима. В том числе речь идет о компенсациях за утраченное имущество, о выдаче сертификатов на жилье и других выплатах. Я прошу прокуроров строго следить за тем, чтобы положенные средства люди получали вовремя и в полном объеме, чтобы максимально оперативно предоставлялось временное и постоянное жилье. Особое внимание прошу уделить защите прав детей и подростков, стариков, которым пришлось пройти через тяжелые испытания. Еще один принципиальный вопрос и момент. Вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи, согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях и в Судже, и в других населенных пунктах. Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал приказы, преступные, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание. Отмечу, что для органов прокуратуры, для ваших сотрудников всех рангов профессиональным и нравственным долгом должна быть поддержка защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто прошел горячие точки и сражался с международным терроризмом, и, конечно, участников специальной военной операции. Подчеркну, результаты проверок и надзорной деятельности прокуратуры в этой сфере должны постоянно анализироваться и обобщаться. Такая практика, конечно, есть, ее нужно расширять. В ряде субъектов Федерации при участии прокуратуры уже поддержаны инициативы по предоставлению положенных выплат в беззаявительном порядке. Ликвидированы пробелы в региональном законодательстве, касающиеся статуса участников добровольческих формирований. Обязанность получать разные справки, например, о прохождении военной службы, возложена на сами органы социальной защиты.
Отмечу, что активно помогают решению проблем военнослужащих, в том числе участников боевых действий, сотрудники военной прокуратуры. Прошу военных прокуроров наращивать такую работу, а также и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины как важнейшего фактора высокой боеготовности войск. Актуальной задачей прокуратуры остается координация борьбы с криминалом. И здесь, как мы условились на прошлогодней коллегии, надо активнее внедрять систему дополнительных мер по профилактике преступности, в том числе и в молодежной среде. Поскольку, несмотря на снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних, общее число таких правонарушений все еще довольно большое. Как и прежде, повышенного внимания требуют вопросы противодействия экстремизму и терроризму. На недавней коллегии ФСБ отмечал, что количество преступлений террористической направленности существенно возросло. И важно повысить защищенность объектов промышленности и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Столь же принципиально и решительно нужно бороться и с экстремизмом, с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в нашей стране, с публичными призывами к терроризму и созданию радикальных группировок. Уважаемые коллеги, должна быть усилена ваша деятельность по всем направлениям, от которых прямо зависит качество жизни наших граждан. Прежде всего, имею в виду защиту гарантированных законом социальных, жилищных, трудовых и других прав. К таким важнейшим сферам, безусловно, относится охрана здоровья. Вы знаете, за последние годы здесь было немало сделано, в том числе в рамках соответствующего нацпроекта и по другим программам. Ваша задача и дальше обеспечить надзор за законностью процедур закупки оборудования для поликлиник и больниц, бесперебойным снабжением лекарствами и квалифицированной медицинской помощью. И в случае нарушений, конечно же, немедленно реагировать. Наши граждане ждут более действенной работы органов прокуратуры в области охраны окружающей среды и природопользования. Крушение 2 танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводит пренебрежение правилам безопасности, халатность. Отмечу, что именно генеральный прокурор сразу же после аварии первым из высших должностных лиц предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В конце концов, так и пришлось сделать. Обращаю внимание, необходимо вести системную работу по линии природоохранной прокуратуры совместно с другими контролирующими правоохранительными органами. Вместе устранять недостатки в регулировании и в случае нарушения принимать меры к возмещению экологического ущерба. Практика показывает, что такая работа органов прокуратуры дает нужный результат. Так прокуроры внесли весомый вклад в пресечение незаконных вырубок леса и контрабанды древесины. Немало делается и для защиты наших заповедных территорий, охраны озера Байкал и животного мира. В частности, проведена серьезная работа по наведению порядка в сфере добычи, содержания и вывоза морских млекопитающих. Ответственные задачи связаны с защитой прав предпринимателей, отечественного бизнеса. Это важнейший вопрос для нашего развития, для укрепления экономического суверенитета, для повышения доходов миллионов граждан, занятых в промышленности, в малом и среднем бизнесе. Как вы знаете, надеюсь, видели, говорил буквально вчера об этом на съезде РСПП. Напомню, что с января этого года надзорные органы, в том числе прокуратура, полностью перешли на риск-ориентированный подход. Надо четко, последовательно отработать такую практику. Вместе с деловым сообществом ликвидировать остающиеся административные барьеры, мешающие развитию экономики, развитию бизнеса. И при этом заботиться о защите, разумеется, прав потребителей. Это две стороны одной и той же медали. Столь же результативно нужно бороться с коррупцией, уделять повышенное внимание
тому, как расходуются средства, направляемые на нацпроекты, гособоронзаказ, на реализацию масштабных государственных и региональных программ развития. Уверен, что прокурорский корпус России понимает весь уровень своей ответственности, историческую значимость стоящих перед нами задач и приложит максимум усилий для их четкого, эффективного выполнения. Я желаю вам дальнейших успехов. Спасибо большое за внимание. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в 2024 году прокуроры в едином ключе с органами власти и социальными институтами наращивались усилия для достижения важнейших для нашей страны целей по защите ее суверенитета, укреплению экономики, повышению уровня благополучия наших граждан. При этом во главу угла мы ставили меры, направленные в рамках компетенции на обеспечение специальной военной операции, интеграции воссоединенных и защиты приграничных регионов. Особое внимание уделялось состоянию законности в войсках. Совместно с Министерством обороны работа с учетом надзорной практики позволяла оперативно преодолевать проблемы комплектования воинских частей, поставки в них востребованных средств вооружений, боеприпасов и обеспечивать необходимый уровень государственных гарантий участников специальной военной операции и их близких. Восстановлены права более 60 тысяч бойцов и членов их семей на получение более 3 миллиардов рублей социальной помощи. Устранен дисбаланс денежного довольствия военнослужащих, охраняющих госграницу. Следует и впредь при участии Фонда «Защитники Отечества» средствами надзора обеспечивать надлежащее взаимодействие между военкоматами и органами соцзащиты, беззаявительное предоставление мер поддержки. Участники специальной военной операции и их родственники должны быть заблаговременно включены в списки на получение выплат, а не ходить по кабинетам чиновников с протянутой рукой. Корни данной проблемы в том числе в несвоевременной подготовке воинскими частями необходимых документов, что также препятствует получению мер поддержки членами семей без вести пропавших военнослужащих. Поручаю военным прокурорам усилить надзорную работу на этом направлении. Продолжайте контролировать обеспеченность участников специальной военной операции лекарственными препаратами, медицинской помощью и реабилитацией. В текущей ситуации уволить раненого бойца со службы до завершения лечения и протезирования – это все равно, что бросить его на поле боя. Не менее значимо безболезненное возвращение участников к мирной жизни, защитников к мирной жизни. С учетом поручения главы государства по проверке реализацию в регионах мероприятий по организации их трудоустройства, переподготовке и квотированию рабочих мест. Ну и сами принимайте деятельное участие в их трудоустройстве. Героизм участников специальной военной операции – это продолжение подвигов наших предков, 80 лет назад победивших в жестокой схватке с фашизмом. В этот юбилейный год, который мы отмечаем под знаменем защитников Отечества, необходимо сделать все от нас зависящее для поддержки наших фронтовиков и ветеранов. Проконтролируйте полноту предоставления всех государственных гарантий и выплат участников Великой Отечественной войны, их вдов, тружеников тыла и узников концлагерей, содержание в порядке воинских мемориалов. Считаю знаковым, что эти меры теперь реализуются и в наших исторических регионах. На территории Донбасса и Новороссии продолжена работа по совершенствованию нормативной базы и обеспечению имущественных прав, а также сохранению системообразующих и стратегических предприятий. Обеспечен надзор за выполнением социальных программ, погашением зарплатных и иных долгов. Им выплачено в прошлом году более 6,5 миллиардов рублей. Как я вам докладывал, уважаемый Владимир Владимирович, в связи с вражеским вторжением на территории страны ситуация в Курской области находится под моим личным контролем. Прокуроры следят за соблюдением гарантий на предоставление гражданам жилищных сертификатов, компенсационных выплат, других средств поддержки и гуманитарной помощи. В тесном взаимодействии с органами военного управления принимаются надзорные меры для повышения боеготовности подразделений, освобождающих нашу землю от врага. Разумеется, принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто совершал террористические акты, пытал и расстреливал мирных граждан. Работники Генеральной прокуратуры на системной основе выезжают в приграничные и новые регионы для оперативного содействия в преодолении социальных проблем и решении экономических
задач. По их результатам мы информируем правительство в имеющихся потребностях с предложениями практических мер. В современной истории страны действенным инструментом улучшения качества жизни были и остаются национальные приоритетные проекты. С этого года они претерпели значительные изменения. Семья, молодежь и дети, кадры, эффективная конкурентная экономика – лишь часть из 20 новых национальных проектов, названия которые говорят сами за себя. Но, к сожалению, выделяемые на них значительные бюджетные ресурсы недобросовестными чиновниками и подрядчиками нередко воспринимаются как лакомый кусок для личного обогащения. В связи с чем только за прошлый год по материалам прокуроров возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и иных преступных посягательствах более чем на 4,5 миллиарда рублей. В целом пресечено свыше 91 тысячи нарушений, что позволило ввести в эксплуатацию сотни социальных объектов для миллионов наших граждан. Необходимо вникнуть в суть каждого стартовавшего в этом году национального проекта и своевременно определить зоны особого контроля, предметы, периодичность проверок. Итог этой работы должен быть осязаем для людей. В моем понимании, это их вера в справедливость, уверенность в благополучном будущем. Заданная планка ответственности здесь высока. Большое значение уделялось области охраны здоровья граждан. Надзором охвачены мероприятия, связанные с совершенствованием экстренной помощи, борьбы с диабетом, онкологическими заболеваниями, развитием цифровой медицины. Результаты во многом способствовали достижению показателей национального проекта в части оснащения поликлиник и больниц, строительства ФАПов, выполнения гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Проверено кадровое обеспечение системы здравоохранения. По сотням актов реагирования приняты меры для повышения эффективности социальной поддержки врачей и среднего медперсонала, оплата их труда, решение жилищных и бытовых проблем, особенно в сельской местности. Еще одним волнующим граждан вопросом, требующим системного надзора, остается ситуация с лекарствами. Более 12 тысяч нарушений вскрыто в связи с них непродуманной закупкой, нерациональным распределением и списанием. Нарушение требований к назначению и обороту медикаментов порой напрямую угрожает безопасности наших граждан. Прокурорами пресекались факты торговли ограниченными в обороте препаратами, продажи через сеть нелегальных аптек, контрафактных лекарств, в том числе для лечения заболеваний нервной системы, повлекшие трагические последствия для детей. Для своевременного выявления и пресечения реализации ограниченных в обороте препаратов, установления источников их происхождения и точек сбыта используйте средства надзора и координации. Традиционно широко вниманием прокуроров охвачены вопросы социальной поддержки ветеранов, пенсионеров и инвалидов. На решение насущных проблем в их интересах в судебном порядке взыскано более 308 миллионов рублей. Под контролем оставалось обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами реабилитации. Мерами реагирования устранены нарушения в процессе их госзакупок, компенсация стоимости при самостоятельном их приобретении. Системная работа позволила обеспечить жизненно важными устройствами свыше 130 тысяч инвалидов. В этом направлении нужно двигаться поступательно. Жестко пресекайте злоупотребления поставщиков, связанные с предоставлением некачественных изделий, недостаточным их количеством, а также игнорирование заказчиками национального режима закупок. По итогам проведенной проверки установлен единый порядок оказания государственной социальной помощи на основании соцконтрактов. Защищены права малоимущих граждан на поиск работы, организацию собственного дела и личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации. Необходимо самым внимательным образом реагировать на сигналы о препятствиях в получении положенной по закону поддержки от государства. При принятии решений руководствуйтесь реальными проблемами и интересами наших людей. С учетом демографических вызовов проверена реализация программ по стимулированию рождаемости и повышению качества жизни семей с детьми. Дана оценка созданию и доступности для них социальной инфраструктуры, возможности для улучшения их финансового положения. Восстановлены права более 109 тысяч семей на получение денежных выплат. Пресечены волокита, необоснованные требования документов, неверная оценка нуждаемости, ошибки в расчетах. Например, в Краснодарском крае более 2,5 тысяч граждан доплачено единое пособие на сумму более 27 миллионов рублей. Продолжайте эту работу. Для укрепления имущественной основы семьи оценивайте соблюдение прав многодетных на выделение земли, предоставление субсидий на приобретение и строительство жилья, а также выплаты на погашение ипотеки.
По итогам года семьи по поручению главы государства объем реализуемых в стране мер дополнен новыми видами поддержки семей с детьми. Обеспечьте в рамках компетенцию контроль за их реализацией. Особой заботой были охвачены дети-сироты, а также воспитываемые одним родителем. Несмотря на определенный прогресс в вопросах погашения задолженности по алиментам и предоставления жилья, переводить их в автономный режим ни в коем случае нельзя. Чужих детей не бывает, все дети наши. Этим постулатом в целом продиктован комплексный подход к надзорной работе, направленный на всестороннее и гармоничное развитие каждого ребенка. Ведь, как точно подметил один из основоположников научной педагогики в России Ушинский, ребенок – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. В рамках компетенции обеспечьте неукоснительное соблюдение требований к организации образовательного процесса, включая итоговую аттестацию. Давайте оценку полноте мер по развитию потенциала учащихся и поддержке талантливых ребят. Проведенная в прошлом году плановая проверка выявила существенные ограничения для занятий детей физкультурой и спортом. Они касаются как состояния инфраструктуры, так и ее доступности для детей. Нередко затраты на соревновательные и тренировочные процессы даже в школах Олимпийского резерва покрывались за счет их родителей. Всего прокурорами пресечено свыше 15 тысяч нарушений. Кроме того, актом реагирования приведены в нормативное состояние свыше 200 аттракционов, 1000 игровых площадок. В рамках надзорных мероприятий оценивайте наличие любых рисков для детей, в том числе в цифровой среде и при охране образовательных учреждений, организации летнего отдыха. Добивайтесь от уполномоченных органов их оперативного устранения. Востребованным направлением прокурорского надзора остается защита трудовых прав наших граждан. Обновленный в начале прошлого года отраслевой приказ придал ожидаемый импульс этой работе. По нашим требованиям погашено свыше 23 миллиардов рублей задолженности по заработной плате. В полной мере оправдали себя новые полномочия по вступлению в дела о банкротстве организации должников. Активная позиция прокуроров позволила судебным инстанциям взыскать почти 520 миллионов рублей в пользу трудовых коллективов, изменить очередность удовлетворения их требований. В процессах добивайтесь привлечения учредителей несостоятельных предприятий к субсидиарной ответственности. Следите за действиями конкурсных управляющих при реализации имущества. Не снижайте эффективность реагирования на случаи смерти и увечий на производствах. По вашим надзорам все они должны получать принципиальную оценку со стороны следственных органов и трудовых инспекций. По сотням исков прокуроры взыскали в суде в пользу пострадавших и членов семей погибших свыше 1,3 миллиардов рублей компенсации. Финансовое благополучие домохозяйств, безусловно, зависит не только от стабильного получения заработной платы. Нарушения в сфере потребительского кредитования, при взыскании долгов также создают в обществе социальную напряженность. С учетом надзорной практики пресекайте незаконное предоставление займов населению. Важно обеспечить комплексную реакцию на сигналы о неправомерном воздействии на должников со стороны коллекторов. Контролируйте их полноту, их рассмотрение судебными приставами. К сожалению, работа приставов продолжает вызывать многочисленные нарекания как от должников, так и от взыскателей, а порой и лиц по ошибке, подвергнутым ограничениям. Средствами надзора добивайтесь оперативного устранения нарушений и ответственности виновных должностных лиц. Еще одним фактором, вызывающим серьезное недовольство россиян, который бьет по их кошелькам, остается необоснованное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Добросовестные плательщики, обращаясь к нам, справедливо отмечают, суммы в квитанциях растут, а качества как не было, так и нет. На решение проблем коммунального комплекса направлены мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с колоссальным финансированием. Это более 4,5 триллионов рублей. Это требует от прокуроров во взаимодействии с контролирующими органами не допустить их произвольного расходования. Для достижения данной цели на федеральном уровне организована конструктивная работа с правительством. Всю информацию о ситуации в регионах мы сверяем в режиме реального времени. Господдержка в рамках нацпроекта неразрывно связана с утверждением региональных программ модернизации коммунальной инфраструктуры. Необходимо своевременно оценить их полноту, установить, включены ли в них сети с высокой долей аварийности и учитываются ли в них мастер-планы городов и районов. Не всегда обеспечивается сбалансированность тарифных решений.
Проверки показали, что более 7 миллиардов рублей собраны поставщиками услуг с населения, но не израсходованы на установленные цели. С привлечением специалистов проверяйте законность действий государственных регуляторов, реализацию инвестиционных программ ресурсно-снабжающих предприятий, соблюдение введенного по нашей инициативе запрета на майнинг в регионах с энергодефицитом. Даже в большей степени, чем ветхие сети, людей в настоящее время волнуют аварийные дома. Только по профильному нацпроекту переселения ждут более 1 миллиона человек. Лично вникайте в ситуацию по каждому объекту. Ресурсы федерального проекта «Жилье» не безграничны, поэтому принимайте меры к совершенствованию регионального законодательства для вовлечения механизмов комплексного развития территорий в решение жилищных проблем. Не выдерживает критики работы управляющих компаний, не обеспечивающих надлежащее содержание и ремонт жилого фонда. При этом жилинспекции зачастую закрывают глаза и покрывают аффилированные структуры. Пресекайте все эти коррупциогенные проявления, а равно их бездействие, игнорирование жалоб на управление общим имуществом и нарушения при реализации программ капремонта. Остается актуальным сфера обращения с отходами. Под нашим сопровождением в эксплуатацию введены 26 объектов по обращению с ними мощностью свыше 3 миллионов тонн в год. Скорректированы территориальные схемы в 24 субъектах, а в отдельных случаях на треть снижены тарифы региональных операторов, завысивших свои расходы на 5 миллиардов рублей. Вместе с тем сигналы о мусорных коллапсах поступают ко мне со всей страны. Люди жалуются на несвоевременный вывоз контейнеров, невозможность сбора крупногабаритных отходов, переполненность и нехватку полигонов. В результате растет число стихийных свалок, затрачиваются значительные ресурсы на их рекультивацию. Практически повсеместно буксуют программы по сортировке и переработке отходов. Жестче реагируйте на нерасторопность местных чиновников, преступные схемы обогащения за счет бюджетных средств и денег, собранных с граждан. Важно наращивать усилия по возмещению ущерба природной среде. Особое внимание к водным артериям, заповедным территориям и животному миру. В этом контексте считаю показательным взыскание по нашим искам более 370 миллиардов рублей с резидентов Украины и Южной Кореи в связи с незаконной добычей промысловых богатств Дальнего Востока. Наряду с защитой экологии достигнут и экономический эффект. Государству возвращены квоты на вылов более 200 тысяч тонн биоресурсов на 120 миллиардов рублей. Требует продолжения надзорных мероприятий по декриминализации отрасли лесозаготовок, пресечению противоправного выбытия земель Гослесфонда и особо охраняемых природных территорий. По результатам этой работы в истекшем году в публичную собственность возвращено более 50 тысяч гектаров лесных угодий стоимостью 123 миллиарда рублей. Взыскано 3 миллиарда рублей ущерба, причиненного преступлением. За государством сохранены права на 80 тысяч гектаров леса бывших коллективных хозяйств. Ну, как я уже заметил, поводов для приложения ваших усилий еще очень и очень много. На фоне участившихся погодных аномалий вызывают тревогу значительный рост площади природных возгораний и расширение географии паводков. Действуя на опережение, убедитесь в готовности силы и средств противостоять стихии, а при необходимости оказать экстренную помощь пострадавшим. Чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство. В исполнении данного поручения продолжайте координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха. С учетом скрытых просчетов организации работы по защите населения территории от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов. Транспортными прокурорами приняты меры к завершению редомицеляции и деофшоризации стратегических морских и воздушных портов. Оценено предоставление авиационной отрасли государственной поддержки, введение новых социально значимых маршрутов в труднодоступных районах, пресечены случаи навязывания дополнительных услуг людям. Комплекс мер реагирования принят в связи с перепродажей железнодорожных билетов по завышенным ценам на направления, пользующиеся высоким сезонным спросом. В результате принятых мер, в том числе по модернизации системы реализации в РЖД проездных документов, в оборот возвращено свыше 11 тысяч билетов для добросовестных пассажиров. В условиях отсутствия авиасообщения с рядом южных регионов страны оперативно пресекаете деятельность спекулянтов. Все операции по продаже билетов должны быть прозрачными.
Надзорными мерами обеспечьте требования надежности и антитеррористической защищенности железнодорожной инфраструктуры, особенно в приграничных областях, а также аэропортовых комплексов. Значимым направлением надзора остается реализация задач по бесперебойному функционированию пунктов пропуска, возведению автодорожных путепроводов через БАМ и Транссиб, обновлению объектов приграничной инфраструктуры и целевому расходованию выделенных на все указанные цели денежных средств. Решение стратегических задач предполагает значительные траты на всех уровнях. Однако качество управления региональными финансами не всегда обеспечивает нужной консолидации бюджетных ресурсов. Данная Минфином России негативная оценка государственного менеджмента в 17 субъектов страны стала поводом для нашего вмешательства. В результате принятых мер задолженность перед бюджетами погашена на сумму свыше 30 миллиардов рублей. И работа на данном направлении должна быть продолжена. Кроме того, в связи с законодательными изменениями списания с регионов задолженности по кредитам обеспечьте законность расходования высвобождаемых денежных средств и их эффективное использование на решение инфраструктурных и инвестиционных задач. Отмена по нашей инициативе права региональных властей произвольно определять случаи заключения контрактов с единственным поставщиком позволила сократить объем таких закупок на 1 триллион рублей. Во взаимодействии с контролерами исключайте факты ограничения конкуренции, добивайтесь фактического достижения социально значимых целей. Недостатки при управлении государственной и муниципальной собственностью, бесхозяйное отношение к ней нередко влекут неблагоприятные последствия, в том числе ее неправомерное отчуждение, недополучение выгоды, обветшание основных фондов и причинение значительного ущерба. По нашим искам государства возвращены 5 стратегических предприятий, 4 из которых находились под иностранным контролем. И собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные нам юрисдикции. Деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективами не выполняли и налоги в полной мере не платили. Изъятые из оборота деньги они тратили на свои нужды, и в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо нами отражено в исках и состоявшихся судебных решений. Всего через суд мы обратили в пользу государства имущество стоимостью почти более 2,4 триллионов рублей. Мерами реагирования и впредь понуждаете уполномоченные органы к эффективному управлению публичной собственностью. Не допускайте использования частных предприятий вопреки государственным интересам. Вместе с тем используйте все механизмы для защиты добросовестного бизнеса. Совместно с другими органами власти, кредитно-финансовыми учреждениями добивайтесь реализации гарантированных предпринимателям мер поддержки, снижения административной нагрузки. В прошлом году отказано в санкционировании более 84 тысяч внеплановых проверок. Тем самым каждые 2 из 3 визитов к хозяйствующим субъектам были пресечены. При согласовании планов на текущий год фильтр стал еще жестче. Отклонено 3/4 заявок, 101 тысяча безосновательных мероприятий. И начиная с допандемийного периода проверочная нагрузка снизилась более чем в 12 раз. Кроме того, проверками вскрыто и пресечено более 220 тысяч случаев игнорирования чиновниками предусмотренных законом возможностей для бизнеса. Актами реагирования устранялись административные барьеры при прохождении разрешительных процедур, получении земли, подключении к сетям, развертывании деятельности на территориях с преференциальными экономическими режимами. По нашей инициативе в законодательстве закреплен постоянный запрет на проверки неопасных производств и дополнительные требования к согласованию контрольных процедур. В связи с этим добивайтесь переориентации работы контролеров на профилактику нарушений. Не допускайте произвольного установления индикаторов риска, оперативно отслеживайте новую правоприменительную практику и корректируйте ее в интересах добросовестного бизнеса. Мои выезды в регионы не оставляют сомнений в том, что даже самый успешный бизнес-проект может потерпеть крушение на взлете в результате недобросовестной конкуренции и злоупотребления должностных лиц. Устранение таких проявлений полностью в вашей компетенции. Требуется только воля и желание. Как говорил посвятивший свою жизнь служению во благо России император Петр I, есть желание 1000 способов, нет желания 1000 поводов. Никаких отговорок я не приму. Другая важная задача – достижение технологического суверенитета. Это крайне необходимо при производстве беспилотных авиационных систем, в станкостроении, в других обеспечивающих
оборонную промышленность отраслях. Здесь наши основные надзорные инструменты – это непрерывное надзорное сопровождение, налаженное по всей стране взаимодействие между участниками кооперации. Их применение позволяло отслеживать в режиме реального времени и незамедлительно реагировать на риски срывов выпуска военной продукции. В результате планы по поставке особо востребованных образцов вооружения и техники выполнены в установленные сроки. Продолжая эту работу, сосредоточьте усилия на законности формирования цен на такие изделия, недопущении использования контрафактных комплектующих и их закупки у сомнительных поставщиков. Оценивайте расходование субсидий на техперевооружение оборонной сферы, защищенность стратегических предприятий от внешних угроз, а также использование потенциала наукоградов для обеспечения технологического лидерства. Дала положительные результаты, проводимые совместно с другими ведомствами работы по противодействию коррупции. Возросло количество выявленных и пресеченных коррупционных преступлений, совершенных крупным и особо крупных размеров, а также организованными группами. Прокурорами установлено более 165 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, что послужило основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности более 73 тысяч виновных должностных лиц. 703 уволено в связи с утратой доверия. По материалам надзорных проверок возбуждено свыше 3000 уголовных дел. Основным инструментом изъятия коррупционных активов, который наиболее чувствителен для нарушителей и имеет пролонгированный профилактический эффект, оставалась наша исковая работа. За год, по заявлениям прокуроров, нечистые на руку чиновники лишились незаконно нажитого имущества на сумму более 504 миллиардов рублей. С учетом принятого Конституционным судом знакового решения, поставившего точку вопросов сроков давности по антикоррупционным искам, действуйте вдумчивее и увереннее. Питательной средой для корыстных проявлений должностных лиц, как известно, является нелегальная миграция. Итогом проведенной по поручению главы государства целевой проверки стал двукратный рост уголовных дел о преступлениях в данной сфере. Выявлено множество фактов неправомерной выдачи патентов, видов на жительство, фиктивной регистрации и даже прямого участия правоохранителей в преступных схемах. С учетом коррупционных рисков требую обеспечить тщательный надзор за выдачей и продлением разрешительных документов иностранцам, а также в ходе осуществления миграционного контроля, введения и исполнения реестра контролируемых лиц. В 2024 году тенденция последних лет к общему сокращению преступности продолжилась. Зарегистрировано 1 911 000 преступлений. Однако в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ситуация иная. Их количество вновь заметно выросло. Удельный вес достиг почти 40%, а раскрыто менее четверти. Ущерб от дистанционных хищений составил почти 200 миллиардов рублей, из которых возвращена лишь малая часть. 8,8 миллиардов рублей, а сейчас арестовано 29,9 миллиардов рублей. В результате действий мошенников наши граждане порой остаются без всех средств к существованию. Это очевидный упрек правоохранительным органам от потерпевших и одновременно вызов всему нашему обществу со стороны преступников. Требую от прокуроров действовать более настойчиво, комплексно в рамках надзора как за процессуальной, оперативно-розыскной деятельностью, так и исполнением законов контрольными органами и финансовыми учреждениями. В целях совершенствования предупредительных механизмов необходимо организовать постоянный контроль за соблюдением закона о заморозке операций, совершаемых без согласия владельца. Результатами вашего мониторинга сети интернет должны быть выявление и оперативная блокировка ресурсов с объявлениями о реализации сим-карты и услуг связи без идентификации пользователей, а также другим противоправным контентом. Принимайте меры к признанию недействительными договоров кредитования, заключенных под влиянием обмана. Такая практика у нас уже наработана, имеются положительные примеры. Активнее используйте уже налаженный механизм взыскания в судебном порядке неосновательного обогащения с владельцев счетов, на которые потерпевшими перечислялись деньги. Так называемые дроперы должны в полной мере ощутить на себе силу закона и финансовую убыточность подобных авантюр. Наказание рублем здесь будет самым эффективным средством. Эти вопросы в истекшем году мы обсудили на координационном совещании. С учетом региональной специфики обеспечьте максимальный эффект от реализации его решений. Особая опасность преступлений в сфере ИКТ в том, что многие из них по своей сути создали ранее неизвестные формы психологического и финансового террора.
Под угрозой потери имущества и денег обманутые люди совершают поджоги, подрывы административных и жилых зданий, объектов транспортной инфраструктуры. О каждом таком приговоре сообщайте общественности, чтобы граждане четко понимали, что совершение преступления не вернет похищенного, а строгое наказание за терроризм и диверсию неизбежно последует. В конце февраля мной подписано новое указание о дополнительных мерах по борьбе с дистанционными хищениями. Обеспечьте его неукоснительное исполнение. Количество преступлений террористической направленности в истекшем году увеличилось более чем в 1,5 раза. Прежде всего, это обусловлено непрекращающими обстрелами мирных территорий нашей страны и атаками беспилотных боевых воздушных судов на жилые дома, промышленные объекты. Требуйте от владельцев таких предприятий строгого соблюдения законодательства об их охране. Количество преступлений экстремистской направленности возросло почти на треть. Как и прежде, половина из них совершены с использованием интернета. Учитывая нарастающие темпы вброса в виртуальную среду деструктивной информации, по нашим актам реагирования заблокировано свыше 75 тысяч интернет-ресурсов. Системную работу по противодействию террористическим и экстремистским проявлениям необходимо продолжить в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными ведомствами с учетом утвержденной главой государства в конце прошлого года стратегии. В исполнении вашего, Владимир Владимирович, поручения продолжена масштабная работа по сохранению исторической памяти. В рамках проекта «Без срока давности» на основании архивных материалов и документов уголовных дел судами уже в 28 регионах злодеяния, совершенными палачами из нацистской Германии и стран их союзников, признаны военными преступлениями против человечности и геноцидом. Установленный размер ущерба превысил более 127 триллионов рублей. Продолжим эту работу, чтобы никто и никогда не посмел предать забвению подвиг народов Советского Союза, а также бесчеловечность виновных в гибели десятков миллионов ни в чем не повинных людей. Мы остаемся открытыми для конструктивного диалога с иностранными партнерами. В год председательства России в БРИКС на высоком профессиональном уровне проведена 6-я встреча руководителей прокурорских служб объединения. Впервые принято участие в заседании генеральных прокуроров стран-участниц Большой Двадцатки. Используем все площадки для сближения позиций по актуальным вопросам борьбы с транснациональной преступностью. Особое внимание уделяем работе на пространстве СНГ. Совместно с коллегами наполняем ее новым дыханием на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Одним из знаковых достижений минувшего года стало одобрение ООН всеобъемлющей конвенции о противодействии киберпреступности, инициатором и разработчиком которой выступила Генеральная прокуратура России. Благодаря нашим усилиям совместно с МИД и другими компетентными органами к подписанию подготовлен документ, который позволит максимально противостоять самым опасным формам трансграничной преступности, станет значимым механизмом защиты наших граждан в цифровом пространстве. Расширение полномочий и цифровизация надзорной деятельности диктуют новые задачи для укрепления нашего кадрового потенциала. Полноценно укомплектованные заработали территориальные, транспортные, военные прокуратуры в новых регионах. На системной основе организовано повышение их профессионального образования, профессиональной квалификации их работников. Будем и впредь оказывать всю необходимую помощь, в том числе в части обучения передовым практикам и новым технологиям, включая применение искусственного интеллекта. В этом вижу значительный потенциал и повышение результативности нашей работы и развития ведомства в целом. Уважаемые коллеги, затронутые мною темы – лишь часть из направлений нашей работы. Разумеется, необходимо качественно наполнять и другие возложенные на нас задачи. При защите национальных интересов большое значение имеет обеспечение правосудия. Работа государственных обвинителей – один из главных факторов неотвратимости наказания. Особенно это касается зверств киевского режима в отношении мирного населения. Как никогда востребовано участие в гражданском и арбитражных процессах для укрепления и развития экономического потенциала нашей страны. Еще значительные усилия требуются для наведения порядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Безусловно, важны ваша правотворческая деятельность и тесное взаимодействие с населением, особенно при работе с обращениями. В прошлом году их к нам поступило на 630 тысяч больше, почти 7 миллионов обращений. Более 1 200 000 граждан приняты прокурорами на личных приемах. Отмеченная динамика, а также обратная связь,
которые мы получаем от людей, убеждают в доверии и востребованности нашей работы. Мы должны действовать слаженно и быть готовыми консолидированно с другими госструктурами и реагировать на любые потенциальные вызовы и угрозы. Неформальный подход, забота о благополучии государства и его граждан, справедливость – вот что должно быть вашим ориентиром в повседневной работе. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить вас за оказанное доверие и заверить в оперативном и эффективном выполнении стоящих перед прокуратурой задач. Благодарю вас за внимание. Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые коллеги, я посмотрел и перед тем, как приехать к вам, и вот сейчас пробежал еще раз глазами проект решения коллегии Генеральной прокуратуры. Все важно. Вот выделить что-то просто невозможно. Какую страницу не откроешь, все важно. Поэтому я скажу, может быть, общие, но очень, на мой взгляд, принципиальные вещи. Просто напомню о том, что главная задача прокуратуры – это, как всегда было в нашей стране, в нашей истории так сложилось. Главным является соблюдение закона, надзор за соблюдением закона всеми и гражданами, и юридическими лицами, организациями, и, что особенно важно, должностными лицами. В этом наши люди видят залог справедливости. А в свою очередь это обеспечивает нам сплоченность российского общества, стабильность государства. Это важно всегда, но сегодня это имеет особое значение. И в этом смысле ваша роль, значение вашей работы, оно вообще всегда имеет большое значение. Но сегодня это особенно важно. Очень на вас рассчитываю и хочу пожелать вам успехов. Благодарю. Всего хорошего.